Чишминского района ушли на фронт более 12 тысяч человек. Половина из них не вернулись с полей сражений. Сегодня в районе осталось лишь 33 участника фронта. В преддверии празднования Дня Великой Победы на территории социально-образовательного центра Салихова БГПУ открыли военный мемориал памяти воинам, погибшим в боях за Родину. Я благодарен вам, что вы пришли почтить память наших земляков. Я думаю, что мы, открывая вот такие стелы, проходя мимо, должны просто промолчать и сказать этим людям огромное спасибо. Благодатная земля, выдающиеся люди. В торжественном мероприятии приняли участие известные уроженцы села Салихова, писатель Камиль Зыганшин и генерал-майор авиации Ахат Асадуллин. И, конечно, главные гости торжества – жители и ветераны тыла. К сожалению, участников войны в селе Салихова уже не осталось, но память о них будет жить вечно. На стеле указаны имена павших участников страшной войны и тех, кто вернулся с победой. То, что делается, это и на самом деле такая миссия. Жизнь, к сожалению, не вечна, а память вечна. И то, что закладывается сегодня или заложено, это и на самом деле благородно. Самое, что не есть, наверное, высшее благородство, это память. В этот же день состоялось и открытие обновленного образовательного центра. Красную ленточку перерезали ректор БГПУ Раиль Асадуллин и глава администрации Чишминского района Флюр Уразметов. Внутри здания гостей ожидал праздничный концерт, подготовленный студентами БГПУ, которые подарили зрителям яркие моменты. По окончании концерта ветеранов тыла наградили памятными медалями. Отец легендарного генерала, руководителя Академии военных наук России Махмута Гареева тоже является уроженцем села Салихова. Именно здесь находится единственный в стране музей имени генерала армии Махмута Гареева, созданный при поддержке жителей села. Это полевой китель Махмута Ахметовича Гареева, который он сам подарил и нашему музею. Теперь давайте обратим внимание на второй стенд и на третий стенд. Здесь также имеются личные вещи Махмута Ахметовича Гареева. В социально-образовательном центре Салихова помимо практики организованы внеучебные занятия, факультативы. Совсем скоро здесь будут проходить научно-практические конференции, работать летний образовательный лагерь. Самое главное, в многофункциональном центре все еще продолжаются работы по освоению пришкольной территории. Жители села Салихова глубоко благодарны Башгоспедуниверситету, ведь на месте разрушенной сельской школы теперь единственный в республике современный инновационный научно-методический центр, призванный объединить пространство школы, вуз, общество Башкортостана.